Ассаляму алейкум, достларам! С вами Храм-Татар Емеклеры, меня зовут Алим Аблаев, и я сегодня в роли Красной Шапочки выбрался в этот замечательный фруктовый сад у подножья Аккая Белой скалы. Потому что фрукты были неотъемлемой частью кухни крымских татар. И ценились они не только в Крыму, но и далеко за его пределами. Потому как, внимание, сейчас буду пугать вас цифрами. Одних только, например, абрикосов в Крыму выращивалось 18 сортов. Персиков и вишен более 40, более 60 сортов слив. И, например, яблок было около 300 сортов. Вау! 300 сортов яблок. Среди них, например, знаменитый кара-кандиль, кара-синап, чилиби, хабах-алма и, например, гуль-пемпе. Если вы удивляетесь количеству сортов яблок, не удивляйтесь, потому как груш было более 350 сортов. Бум! Среди них Боздурган-армут, Бей-армут, Султан-армут, Миск-армут и Бал-армут. Так вот, все это разнообразие и великолепие где-то с середины лета по начало осени собирали. Шел сбор урожая. Наверняка это было очень веселое и немного суетливое занятие. Но крымские татары не были бы крымскими татарами, если бы дали чему-то пропасть. Поэтому урожай собирали не только с деревьев, но и с земли. Падалица. Крымские татары собирали их и делали из этого всего настоящую, традиционную крымско-татарскую сладость под названием бекмес. Они его использовали вместо сахара, и этот самый бекмес мы сегодня с вами и приготовим. Однако будем мы его готовить не из яблок, не из груш, мы его приготовим из кое-чего другого, но для этого мы сначала переместимся с вами на кухню. Да, делать мы будем наш сегодняшний пекмес только из винограда. И специально для этого мы покажем вам вот такой вот интересный бекмес таше. Конкретно этот специально для винограда. Это вот прям такое интересное изобретение, что ли, наших предков. Посмотрите, он выдолблен из цельного камня. Ого! Здесь внутри углубление, в которое выкладывался виноград и каким-то там прессом. Или, я так предполагаю, что они там танцевали хайтарму на этом винограде в стиле челентано. Я тоже так хочу, но ладно, не будет сегодня такого, к сожалению. Так вот, здесь виноград давился, и по этому желобу он стекал в специально подготовленный для этого медный чан, в котором потом он вываривался до нужной консистенции, нужного состояния и становился таким приятным, сладким пекмезом, крымско-татарским. Я сейчас все это очищу от лишних веток и будем приступать уже тоже к выдавливанию сока, но воспользуемся сегодня дарами цивилизации и используем все-таки соковыжималку. Достлар, специально для вас урок географии или повторение пройденного материала. Как вам стало известно в прошлом выпуске про Бахла-Шорбасы, кстати, посмотрите его, поставьте лайк, в конце концов, комментарий напишите. В прошлом выпуске про Бахла-Шорбасы мы говорили о том, что у ялубоев, например, там, где они живут, то есть в предгорной, в горной местности, больше распространены различные фрукты, крупы и прочее. Так вот, ялубойлар готовили пекмес, бекмес, кому как удобно, из яблок, из груши, например. В Бахчисарае тоже преимущественно преобладали эти фрукты. Реже это была слива, например, либо виноград. А, например, наши ногаи готовили из дыни и арбуза. Догадайтесь, почему? Самый догадливый, напиши свой ответ в комментарии и получишь приз от нас, баночку пекмеза. Что мы сейчас делаем? Мы очищаем виноград от лишних веток. Они нам, конечно же, не нужны. Соковыжималки тем более они не понадобятся. Зачем ей так мучиться? Поэтому поможем себе, поможем соковыжималке. Сделаем процесс легким и приятным. По географии прошлись. Теперь давайте перейдем к истории. Из истории нам стало известно, что при готовке бекмеза этот процесс превращался вообще в натуральный праздник. Потому что готовили его всей деревней, собирали все эти фрукты. Представляете вообще, какое удивительное было
время. В принципе, бекмез наш — это такой себе фруктовый мед. Он такой вязкий, тягучий и иногда даже слегка приторный. Вообще, бекмезу приписывают довольно много свойств такого лечебного, что ли, характера. Якобы он помогает от кашля. Якобы он помогает при несварении. Ну, в общем, там огромное количество каких-то полезностей, которыми он обладает. Я в это могу поверить, потому как, например, при приготовлении бекмеза в него не клали сахар. И готовили его просто вываривая. Это настолько натуральный, чистый продукт. Я всем рекомендую потратить немного времени на приготовление этого замечательного фруктового меда. Да, мне вот так больше нравится. Это, ну, в принципе, сейчас немного времени вы потратите на приготовление бекмеза. А раньше, например, раньше на это тратили несколько дней, может быть, даже и неделю. Я уже упоминал о том, что при приготовлении это был натуральный праздник. Так вот, все фрукты как бы толклись в специальных таких либо деревянных, либо каменных приспособлениях, вот как, например, наш бекмез Таше. И полученную смесь заливали водой и оставляли буквально на 3-4 часа. Оно там насыщалось водой, и после этого отправляли все это дело под пресс, и вот этот получившийся сок из-под пресса уже вываривали. Так вот, во время этого процесса вся молодежь пела песни, танцевала. С чисткой мы закончили. Пока это все откладываем и па-па-па-пам, достаем вот такую замечательную штуку под названием соковыжималка. Или наш своеобразный такой бекмез Таше. Вот так вот мы это все подготовили. И также извлекаем буквально из ниоткуда по волшебству нашу посуду, куда мы будем выдавливать наш сок. Выдавливаем сок, и этот сок варим. Все. Вы представляете, насколько это просто? Никаких сахаров, никаких консервантов и ничего лишнего. Крымско-татарский бекмез. Шикарная вещь. Все, достлар, мы добились того, что мы получили нужный нам сок виноградный. Сейчас отправляемся все это дело варить в помещение. Ну что, достлар? Мы выдавили наш замечательный виноградный сок, и все, что нам нужно сделать, это поставить на плиту посуду с толстым дном. Раньше у нас это делали в медных чанах. Мы сегодня воспользуемся более простым способом, так как нам нужно толстое дно у нашей кастрюли. Ставим его на маленький огонь. Не надо с огнем усердствовать. И выливаем наш виноградный сок в кастрюлю. Все. Это на самом деле вот так вот просто. Поэтому чего вы ждете? Давайте, закрывайте это видео, идите, готовьте бекмез наш крымско-татарский в конце концов, потому что это невероятно вкусно и невероятно полезно. Все, что нам нужно будет сделать далее, это просто периодически помешивать.
Наш бекмес уже очевидно загустел, но не набрал еще нужной консистенции. Не настолько он густой, как нужно. И тут уже начинается то, за что я так люблю готовку, кухню в целом. Аромат. Какой божественный, приятный аромат. Он теплый, обволакивающий, очевидно сладкий, невероятный. Сразу напоминает мне о детстве, когда Менумбетам готовила вот такие всякие различные варенья. И еще одно воспоминание, кстати, о детстве и о том, что готовила Менумбетам. Она делала хошав из айвы. Как было айвовое варенье, она делала хошав из айвы. И я в детстве читал книгу фэнтези про приключения различных хоббитов, эльфов там и прочее. И у эльфов был волшебный напиток, который назывался Мирувор. Он обладал различными там фантастическими свойствами, исцелял, практически бессмертие давал. И когда я помню такое сильное воспоминание с детства, когда я попробовал айвовый хошав, я подумал, ну вот он этот эльфийский напиток, все, я теперь практически бессмертен. Но нет, это всего лишь была магия моей биташки. Ну что, все, даем ему 10 минут еще повариться и будем выливать его в нашу замечательную, красивую, посмотрите, какая емкость. Все, я отправил наш бекмес остывать на улицу. Сейчас он приобретет нужную вязкость, нужную консистенцию, а мы пока сварим кашу, которая называется буламак. Это одно из блюд, в которые довольно часто добавляли бекмес. Делается она довольно просто. Мы подсыпаем кукурузную муку. Вот именно кукурузную. Подсыпали слегка, размешали. Самый классический вариант готовки этой каши – это мука, лучше кукурузная, потому что она самая приятная на вкус, вода и соль. Некоторые богачи, зажиточные семьи могли позволить добавить себе в кашу немного топленого масла, либо вытопленного бараньего жира. Так, достлар. Подсыпаем нашу муку, и я вижу, что уже почти нужная консистенция, любимое слово нашего сегодняшнего выпуска. Нужной консистенции наша каша нет, еще все равно довольно жидко. Поэтому мы добавим еще немного нашей кукурузной муки в воду. Вода у нас практически должна быть кипящей. Когда она практически закипела, вот тогда мы воду выключаем. Огонь, вернее, выключаем. Ну все, каша наша замечательная готова. Последняя ложка туда отправляется. И идем наконец-то наружу. Мы же в Бахчисарае. Как я могу упустить возможность насладиться нашим замечательным блюдом на улице? Ну что, Дослар, я приготовил нашу кашу буламак из кукурузной муки, напоминаю. А пекмес наш замечательный я перелил, так скажем, если можно употребить такое слово, вот в такую замечательную посудку. Я вот вам покажу, потому что консистенция у него практически та, что нужно. Он почти что не выливается. Вязкость то, что нужно. Сейчас попробую кашу без бекмеза. Ну, постненько, так скажем. Определенно не хватает какого-то вкуса. Поэтому наш волшебный бекмес отправляется в кашу. Давайте я вам еще раз покажу. Вообще, есть такое, как проверка для бекмеза, назовем ее так. Хозяйка брала на ноготь кусочек бекмеза, и если он стекал с ногтя,
это не то. Это что-нибудь другое, убирайте, это не то. А вот если он с ногтя не стекал, это бекмез. На ноготь я отправлять не буду, подержу на ложке. Вуаля! Дамы и господа, не падает? А давайте его попробуем просто сначала, без каши. Ну-ка. Чуть-чуть. Достлар. Забудьте про всякие джемы там, что еще употребляют. Вот он. Бекмез, наш крымско-татарский, очень вкусный. У него реально такой насыщенный вкус, и чувствуется, что он варился долго и прям обогатился. Какой-то он стал такой... Я хочу еще. Просто так. Ладно, не будем обделять нашу кашу. Отправляем наш бекмез внутрь. Вот он, практически как такое густое варенье. Патока, патока. Вот так. Бекмез наш в кашу добавили. О, как симпатично становится. Она такая золотистая, смешалась с бекмезом. Такой интересный цвет. Вот такой вот бекмез наш в кашу мы отправили. И вот он, супер классический крымско-татарский вариант. Просто бекмез, просто каша буламах. Попробуем. Каша наша постная до этого. Бекмез обогатил ее. Прям знатно. Я прям все уже хочу съесть. Это классический вариант. А это ПП вариант, о котором я сейчас расскажу, либо правильное питание. У меня тут с собой сегодня курага, и у меня тут с собой сегодня миндаль. Правильный крымско-татарский завтрак. А почему нет? Смотрите, у нас тут каша, у нас тут бекмез наш замечательный, естественный подсластитель, никакого там сахара. И, пожалуйста, миндаль, бадем и курага. Добавим теперь и все это. И получается, как по мне, роскошный крымско-татарский завтрак правильного питания. Классно? Мне нравится. Попробуем такой вариант. Так, и миндаля, и курагу. Ага. Мне нравится. Я вам больше скажу, мне очень нравится. Такое приятное крымско-татарское утро в Бахчисарае с кашей, которая называется буламах, и с бекмезом, с миндалем и с курагой. Мы сегодня делали бекмез на винограде, выдавили из него сок, сварили на плите несколько часов замечательную кашу буламах как дополнение к бекмезу. И вот такой вот правильный завтрак по-крымско-татарски у нас сегодня получился. Мне сегодняшний результат очень понравился. Начинайте свое утро по-крымско-татарски вместе с передачей Хырым-Татар и Емеклері. С вами был Алим Аблаев. Корушкенчик. Аштатлоусын. Теперь Корушкенчик.